политических. Уникальный же опыт Казахстана, основанный на простейшей истине того, что любой конфликт можно решить в русле конструктивного диалога, сегодня признан всем мировым сообществом. Во время январского председательства нашей страны в Совете Безопасности ООН это признание обрело еще более четкие очертания, когда представители самого широкого ряда государств мира открыто говорили об успехе консенсуса по иранской ядерной программе, которого в свое время удалось достичь в Алматы, о личной роли президента нашей страны в урегулировании отношений между Москвой и Анкарой, о безусловном успехе мирных переговоров по Сирии в Астане. Ну а теперь, когда Казахстан достойно завершил свою почетную миссию председателя в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, можно подвести итоги этой работы. Сегодня нам в этом поможет министр иностранных дел нашей страны Кайрат Абдрахманов. Кайрат Кудайбергенович, здравствуйте. Кайрат Кудайбергенович, на днях буквально завершилось председательство Казахстана в главном органе Организации Объединенных Наций в Совете Безопасности. Скажите, можно ли сейчас сделать какие-то практические выводы, подвести практические итоги этой большой работы? Большое спасибо вот за этот очень важный вопрос для нас, для дипломатов. На самом деле наша миссия в виде председательства в этом самом главном органе Организации Объединенных Наций была не просто почетной, а весьма ответственной. Все те планы, которые мы ставили перед собой, задачи, которые необходимо было решить в рамках нашего председательства в Совете Безопасности, они успешно претворены в жизнь. Темп Новому году 2018 задан очень высокий. Этому способствовало личное участие главы нашего государства Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в открытых тематических дебатах, которые прошли на тему нераспространения меры доверия. До этого, еще год назад, в январе 2017 года, глава государства обратился со своим политическим заявлением к членам Совета Безопасности ООН. В этом политическом заявлении глава государства обрисовал те приоритеты, над которыми Казахстан собирался работать. Если говорить о конкретных достижениях нашего председательства, могу сказать, что в течение января мы вместе со своими коллегами по Совету Безопасности приняли 2 резолюции Совета Безопасности. Резолюции Совета Безопасности, как вы знаете, являются юридически обязывающим документом. Кроме того, было принято 4 так называемых заявления председателя Совета Безопасности, около 12 текстов заявлений для средств массовой информации. Каждый из этих документов, не говоря уже о тексте самой резолюции Совета Безопасности, является консенсусным документом. Поэтому это была нелегкая миссия. Могу привести в пример. Впервые принят текст заявления, в котором говорится о необходимости предотвращения конфликтов методами превентивной дипломатии. Кроме того, еще было принято заявление председателя, в котором мы обратили также внимание наших коллег по Совету Безопасности и в целом международного сообщества к важности сотрудничества с Афганистаном. Мы хотели бы привести партнерство с Афганистаном как пример важности сочетания вопросов мира, безопасности с проблематикой устойчивого социально-экономического развития. В этом случае удалось сблизить позиции, казалось бы, непримиримых сторон. Мы в 2017 году в течение целого года имели возможность участвовать в выработке порядка 60 важнейших документов этого органа. Это вот за первый год участия в Совбезе. По многим из них мы выступили соавторами. Например, резолюции, касающиеся наложения санкций на Корейскую Народно-Демократическую Республику в связи с их ядерной и ракетной программой и по многим другим вопросам. Будучи членами Совета Безопасности, наши дипломаты успели посетить в составе миссии этой всемирной организации такие регионы, например, как Колумбия, где идет, как вы знаете, процесс
примирения с вооруженными группировками. Гаити — страна, которая сталкивается со многими вызовами, включая там эпидемии болезней, не говоря уже о внутриполитической ситуации. Наши дипломаты побывали в Африке, регион Сахель, регион озера Чад. Мы оказываем всемирную поддержку, например, по такой проблеме, как беженцы в Мьянме. Кайрат Кудайбергенович, несмотря на то, что Казахстан завершил миссию по председательству в Совете Безопасности ООН, наша страна продолжит работать в составе непостоянных членов Совета Безопасности до конца нынешнего года. Вот на этот период какие перед казахстанской дипломатией поставлены задачи и на что будет сделан основной акцент? Основополагающим документом, по которому мы идем в составе Совета Безопасности, является политическое обращение главы нашего государства к Совету Безопасности. Речь идет о том, что мы продолжим работать предметно со своими коллегами по Совбезу и в целом с членами Совбеза по реализации таких задач, как, например, достижение мира, свободного от ядерного оружия к 2045 году, то есть к столетию Организации Объединенных Наций. Мы уделим большое внимание конфликтам, которые, к сожалению, до сих пор имеют место в разных частях мира. Уже мы не являемся сторонним наблюдателем процессов, которые происходят на Ближнем Востоке. Астанинский процесс, он у всех на устах. Противодействие терроризму, экстремизму. Нам удалось презентовать проект так называемого кодекса по достижению мира, свободного от терроризма к столетию ООН, к 2045 году. Этот документ был разработан по инициативе главы нашего государства, президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. И проект документа получил поддержку, и на том заседании, на котором мы его презентовали, присутствовали делегации более 100 государств. Кроме того, конечно же, мы продолжим представлять интересы Центральной Азии. Кстати, именно во время нашего председательства в январе прошла очередная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии. Именно в Нью-Йорке мы еще раз сверили часы по самым актуальным вопросам региональной и международной политики. Вы знаете, еще со времен первого выступления главы нашего государства, президента Назарбаева, с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи в 1992 году, Казахстан зарекомендовал себя страной, которая не только выдвигает инициативы, но затем последовательно их претворяет в жизнь. Вот в этой связи хотел бы отметить, что в прошлом году мы только отметили 25-летие выдвижения инициативы по совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Сегодня эта инициатива Елбасы успешно претворена в жизнь. Тема, с которой выступил перед членами Совета Безопасности наш президент, касалась нераспространения оружия массового уничтожения и мер доверия. Это две категории, которые очень сильно друг на друга влияют. Абсолютно. Мы призываем все страны, особенно большую пятерку постоянных членов Совета Безопасности, уделить больше внимания именно мерам доверия. Это именно то, чего сегодня не хватает на международной арене, и в том числе для решения многих региональных проблем. Кайрат Кудайбергенович, теперь что касается визита главы нашего государства в Соединенные Штаты Америки. Его итогом стало подписание очень большого количества документов, расширяющих и без того уже стратегическое двустороннее сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Республикой Казахстан. В этой связи вопрос, что принесет Казахстану реализация вот всех тех достигнутых в Вашингтоне и в Нью-Йорке договоренностей? Я бы хотел в этой связи обратить внимание на широкий спектр отраслей экономики, по которым у нас достигнуты договоренности с американской стороной. Все отрасли, я бы сказал. Это не только традиционная нефтегазовая, энергетическая отрасль или горнорудная промышленность. Мы сегодня говорим уже о сельском хозяйстве, мы говорим об аэрокосмической промышленности, мы говорим о цифровой экономике, куда есть, конечно же, передовые американские компании могут внести свой большой, без преувеличения, вклад. И, конечно же, мы говорим о том, что, и это закреплено в том числе в совместном заявлении, которое приняли президент Назарбаев и президент Трамп,
о содействии со стороны наших партнеров в диверсификации нашей экономики, в развитии несырьевых отраслей экономики, привлечении инвестиций. Сегодня перед нашим правительством и перед Министерством иностранных дел стоит очень большая ответственная задача перенести в практическую плоскость все эти достигнутые договоренности, реализовать все подписанные документы, а их сумма, как вы знаете, превысила общая сумма контрактов 7 миллиардов долларов. Причем я хотел бы обратить внимание, что мы ведем речь именно о реализуемых, реальных проектах, которые в ближайшее время уже принесут пользу нашей экономике. Мы, Министерство иностранных дел, в частности, активно будем взаимодействовать, будем продолжать взаимодействовать с недавно созданными национальными компаниями, такими как Казах-Инвест, Казах-Экспорт, Казах-Туризм. Кайрат Кудайбергенович, спасибо вам огромное за эту беседу. Мы всегда будем рады видеть вас в нашей студии, тем более, что работа представительства Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН продолжается. Это значит, что нам всегда будет о чем с вами поговорить. Я напомню, что гостем студии программы «ЖТКУН» сегодня был министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, с которым мы говорили об итогах визита главы нашего государства в США и председательстве Казахстана в Совете Безопасности